первый раз на таком легендарном, известном театральном фестивале. И я бы даже не стала ограничиваться известностью именно в контексте национальных театров. Это очень известный театральный фестиваль на театральной карте России. И, безусловно, я думаю, любой театральный критик, любой человек, который занимается анализом сегодняшней жизни российского театра, я думаю, что хотел бы поприсутствовать на этом слете, на этом таком богатом представлении огромного количества коллективов, театров, которые работают со своей национальной культурой, театры, которые работают со своим национальным языком. Безусловно, это всегда отражается на эстетике, это отражается на материале, с которыми они работают, это отражается на способе и приемах актерского существования. И в этом плане интересно наблюдать, насколько, например, отличаются театры тюркоязычных народов от, вот, например, в этом году, да, программа расширена и включена в афишу фестиваля коллективы из Северного Кавказа. Мне кажется, сейчас практически любой спектакль посвящен теме про себя, в том плане, что спектакли говорят, кто я, как мне об этом сказать другому человеку, как сделать так, чтобы этот другой человек, в данном случае зритель или, в принципе, открытое пространство, чтобы он понял меня, да, с своими особенностями национальными, с моим национальным мировосприятием, с моим кодом времени, кодом, поведенческим кодом, потому что мы, с одной стороны, все вместе, но мы интересны своей уникальностью, безусловно. Каждому спектаклю удалось рассказать про свою уникальность. Вот это, я думаю, что, наверное, для меня такое, и не то что положительное, а такое счастливое ощущение. Мне кажется, сейчас состояние перехода, вот переходнический такой момент, и мне бы хотелось верить, что мы из этого перехода все-таки внутри именно понимания, как должен театр развиваться, как театр российский должен жить. Мне кажется, мы должны выйти все-таки в светлую дорогу, в широкую дорогу, в светлый путь, да, и все-таки обретать новые смыслы, новые ощущения нашего, да, безусловно, нашего сложного времени. Но я думаю, театр как раз и это и есть спасение для этого, для объединения всех людей, и тех, которые на сцене, и тех, которые в зрительном зале. Наурус делает, конечно, огромное дело, огромное. И это такая визитная карточка и Камаловского театра, и Татарстана. Я очень рада, что я тут была. То, что сделал Фарид Бекчентаев, а именно «Муть Мухаджиры», и то, что сделал Айдар Забаров, а именно «Пепел», это просто такой был настоящий детокс. Вот когда все-таки встречаешься с прекрасным искусством. Хотя татарский театр сейчас вообще, надо сказать, на взлете. И я очень высоко ценю Альметьевский театр. Очень хорошая труппа в Набережных Челнах. То есть все там лабораторные эксперименты и вообще эксперименты на площадке МОМ. И то, что делает Энерго в студии «Угол», мы обо всем этом пишем. Петербургский театральный журнал очень внимательно следит за тем, что происходит в Татарстане. Я давно не была, то есть у меня после такого достаточно длительного перерыва новое вхождение в национальные театры, спектакли национальных театров. У меня сложилось впечатление в моей программе от двух спектаклей. Это спектакль «Диалог» Романа Феодория и спектакль «Муть Мухаджиры» Фарида Бекчентаева. Здесь я понимаю, что разговор со мной ведется на очень похожие темы, значит, национальной идентичности, да, на современном материале, да, как сейчас понимать себя какой-то национальности, да, если ты говоришь, допустим, на татарском, а думаешь на русском, вот ты кто по национальности, да, ну вот как бы много вот таких вопросов в спектакль поднимал, и я понимаю, что диалог
Нурбека Батулы и диалог Фарида Бекшедаева в спектакле «Муть Мухаджиры». Это вот, ну, как бы, это вот действительно разговор, потому что Муть Мухаджиры говорит нам о том, как это было, да, как тогда они себя осознавали, как это все происходило. И это важная перекличка времени. Вот здесь я вижу тенденции, вижу развитие, вижу как бы сюжет законченный, и он интересен. Сегодня последний день фестиваля «Навруз». Вполне оправданно, что ни один фестиваль не похож на другой, на предыдущий. И я думаю, что следующий фестиваль тоже не будет похож на нынешний фестиваль. Это нормально, так и должно быть. Мы получили достаточно компетентные замечания по поводу прошедшего фестиваля. Вот. Но наша радость оправдалась, что участие приняли впервые театры Северного Кавказа. Вот, мы познакомились с ними, мы обменялись контактами, театры подружились. Одно из для нас очень приятных таких сообщений, что Владикавказский театр предложил обменные гастроли. Одна из основных действительно задач фестиваля это познакомить и зрителей, в первую очередь, наверное, с театрами не только тюркских народов, а вообще с природой национальных театров. Вот. То, что это произошло, я не сомневаюсь. Действительно, зрителям на этом фестивале было много открытий. Приехали театры, которые никогда не были в Казани, никогда не были в Татарстане. Тот же, например, узбекский театр из Сырдарьинской области. Мы даже не знали, что существует такой театр. Они показали очень качественную работу. А потом, вот я же сказал, из Якутии приехал маленький театр эстрады, который никуда не выезжал. И вот они впервые приехали в Казань. Ну, я думаю, что мы итоги еще будем подводить, будем думать о том, в каком формате мы будем проводить следующий фестиваль. Понятно, что мы хотим расширяться. Понятно, что нам очень хочется, чтобы как можно больше национальных театров принимало участие. И, конечно же, вопрос качества всегда остается самым важным, потому что все равно национальные театры живут в достаточно замкнутом таком пространстве. И вот одна из задач фестиваля – помочь им эту замкнутость разомкнуть. Спасибо огромное фестивалю, всем тем, кто принимал участие, кто организовал фестиваль, конечно же, зрителям, которые активно посещали весь фестиваль. Все, до новых встреч!